Облака, облака, что поведал гонец о деревне моей, там, где мать и отец. Расскажите, мы тихо поплачем вдвоем, погорюем и вместе в дорогу уйдем. Сергей Александрович Дружининнің bizim Қырым-татар әдебиятымызбен бағлы бұл тәржімешілік әрекетлер тарихында пек мұйым ері бардыр. Аман-аман 10 yıl o tercümelerini uğraştım. Bu sonundan 1993-94 senesi tanış olğan edik. Bu 10 yıl devamında men ona satır astı tercümeler hazırlaydım. O da bu satır altı tercümeler esasında demek öz tercümelerini, manzum tercümelerini yapar edi. Bu 10 yıl içinde eğer Orta Asır Kırım-Tatar şiiriyetimizden alsak, iki antologiya çıkan edi. Birisi 1999 senesi Gülşen Hayalları adlı antologiya ve 4 yıldan son aslında onun ölümünden birkaç gün sonra ikinci antologiya bu Sevgi Hayalları. Сергей Дружинин родился 2 марта 1954 года в Запорожье, перебрался в Крым и окончил Симферопольский государственный университет. Начинал как учитель истории, музейный работник, впоследствии работал в Министерстве культуры Крыма, издал справочник «Музей Крыма». Он просто очень любил Крым. Он историк, он поступил в университет, он был настоящим историком, он в архивах очень много работал. Ему интересно все это было. Он ездил по Крыму, он знал названия всех этих сел. Он интересовался культурой. Сергей Александрович Дружинин ilk tercüman edi ki bizim Orta Asır şiiriyetimizden böyle sistematik olarak uğraşan. Bu yıllar neticesinde olsa da 40 şiir ve poema tercüme edilgen edi. Böyle baksan çok değil ama o yıllarda bu ilk antologiya, ilk tercümeler edi. Кроме средневековой крымско-татарской поэзии, Сергей Дружинин переводил классическую арабскую и иранскую поэзию, европейских поэтов, таких как Адам Мицкевич и Федерико Гарсия Лорка, а также стихи Бекира Чобанзаде. Вышедшая в 2000 году книга «Облака» долгие годы была самым крупным сборником поэзии великого крымско-татарского поэта на русском языке. Повезло то, что нашли друг друга, Нариман и Сережа. Это не просто так, это Господь свел. Потому что тандем был просто удивительный. Он с таким интересом, он так занимался переводами. Я говорю, что наша семья вся участвовала. Он иногда говорил так: нужен синоним слову такому-то. Все думаем. И мы думали. И предлагали. Он старался так, чтобы не было якости, то есть его в этих переводах, чтобы был больше автор. И для этого он изучал и творчество, и биографию, и просто как человека узнавал. Edebiyatta Venok Sanetov деген şey var. Sergey Alexandrovich Дружинин buna benzetip gazeller destesini yazgan edi. Venok gazeli 15 gazelden ibaret 15 Kırım hanına bağışlanған gazellerdir. Bu aslında unikal bir cikl. Şu 15 hanımızdan 10 han aynı zamanda şair olğanlardır. Ve nihayet onun özünün de yazған 4 жиынтығы бар. Bu da bir cikl teşkil etken жиынтықларdır. При жизни Сергей Дружинин издал 2 поэтических сборника «Утро в 2000 году» и «День в 2002». Оба под псевдонимом Франциск Болицкий по девичьей фамилии матери. Третий «Вечер» решился издать под своим именем, но так и не успел увидеть его напечатанным. А сборник «Ночь» подготовила к печати уже вдова поэта. Он издал первую книгу, и я говорю: ты же поэт, как бы можно презентацию. Он сказал: я не могу себя назвать поэтом. Поэтом я смогу назвать после того, как меня назовут читатели поэтом. Ve aslında Kırım Tatarlarının büyük dostu edi. O birçok Kırım-Tatar medeniyetinden, tarihinden bağlı demek proyektlerde iştirak eder edi, memnuniyetle iştirak eder edi ve biz ona böyle sonsuz minnettarız.
бу япхан ишлерейчу. Сергея Дружинина не стало в возрасте 49 лет. Жизнь поэта оборвал ураган, обрушившийся на Ахмеджит 9 октября 2003 года. Он был удивительным. Человек, поцелованный Богом. И он умел любить, и мы его любили. У нас семья была прямо единое целое. И мне действительно очень тяжело об этом говорить, потому что все рядом. Хоть столько лет прошло, а такое ощущение, что он постучит в окошко.